Не только моцные, грациозные жывёла, кони были и застаются отданными сябрами человека. А яшчэ и здольна аказвае тэрапеўтычны эффект, кажа волонтер Айдын Бяджанаў, які валодае конным клубам. Методика ипотерапии простая. Падчас руху жывёлы у дзіцяці умацоўваюцца мышцы и поляпшаецца координация. Когда я сажусь на лошадь, это незабываемое ощущение. Ты катаешься, она так шатается, ты вместе с ней в ритме, и все очень классно. Здесь не только покатают на лошади, но можно узнать очень много интересного про это животное, и еще можно стать волонтером, приезжать сюда и помогать лошадям. Айдын Бяджанаў на бескорыстливой основе допомагает дарослым и детям с инвалидностью. Лічыць добровольный рух справы не только молодых. Ипотерапией мы занимаемся уже почти 3 года. Мы делаем это катание, проводим бесплатно. Денег мы за это не берем с больных деток, с инвалидов-колясочков. Кстати, инвалидов-колясочков взрослых в Беларуси кроме нас никто не сажает на лошадей, только мы сажаем. Мне нравится помогать людям. У меня есть возможность, я это делаю. Зараз у перыяд распаўсюджвання другой хвалі COVID-19 адзін з важных накірункаў дзейнасці валанцёраў Чырвонага крыжа – дапамога адзінокім пажылым інвалідам. Валерыя Зароўская частку свайго вольнага часу надае гэтай важнай справе. З аднакурсніцай яны разносяць рэцэпты лекаў з паліклінік тым, хто ў гэтым мае патрэбу. С детства всегда хотела стать медицинским работником, помогать людям. И само слово волонтерство – это для меня неотъемлемая часть самого профиля медицины. Я считаю, что волонтер должен обладать такими качествами, как гуманность, милосердие, отзывчивость, доброта, понимание. Главное, чтобы волонтер был добрым, милым, всегда помогал людям, руку помощи протягивал в трудные времена. И волонтеру хотелось бы получить от людей милую улыбку. Знак благодарности, так сказать. Волонтеры з сэрца арганізацыі Чырвонага крыжа. Гэтыя людзі сапраўдныя альтруісты. Заўсёды гатовы аказаць любую дапамогу. Нават і невялікую. Але для добраахвотніка гэта стымул дзейнічаць далей. Оказываем помощь продуктами, питанием, там еще чем-то, одеждой. Все это нам помогают волонтеры. Привлекают денежные средства на проведение благотворительных акций. Работают по профилактике ВИЧ, СПИДа, по профилактике туберкулеза. В общем, по всем направлениям Красного Креста. Я считаю, что волонтеры – это приходят люди, кому не чужда чужая боль. И это все исходит и от души. Людзей з адкрытымі сэрцамі шмат, і таму стаць часткай такой каманды лішнім не будзе ніколі. А калі пачынаць дапамагаць, як не зараз. Юлія Селюк, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».